Итак, доброе утро. У нас утренний завтрак. На улице уже рассвело. Народ выехал гонять уток. Не знаю, выстрелов вроде как не слышно. Вот обзор тут, Печору туда видно, Печору сюда видно. Очень хороший обзор тут. Я бы не сказал, что нашествие уток. Уток нет, перелета уток нет. Ну и бог с ним. Утки это все второстепенно. У нас короткий завтрак. Завтракаем мы. Яичница, опять же, наша яичница любимая. Котлетки, да, подогрели. Ну и вот еще мы видим мякоть рябчика. Вот она. Белое мясо. Еще вчера даже не доели. Такие две крупные птицы были, что втроем не осилили. Не осилили втроем их. Ну, сейчас позавтракаем. Пообедаем сразу заранее, потому что в 11 часов уже нам надо садиться на автобус. По-быстрому собираем сетки, собираемся и держим путь назад. Я уже вот Паше говорил, что этот день, последний день, день сборов, я очень и очень не люблю, потому что это собираться, это знаешь, что конец приключениям, настроение с утра ноль, уже как бы, ну, грустно собираться, конечно, грустно покидать такие классные места. Ну что делать? Чтобы были новые приключения, надо прощаться со старыми, правильно? Да. А они обязательно будут, потому что сейчас приедем домой, отдохнем, сделаем, смонтируем, выпустим. Ну а потом будем строить новые планы. Наша совместная рыбалка когда-нибудь будет, правильно? Что? Зимой. Зимой. Приедешь. Зимой Паша приглашает. Я начало зимы по-любому я, наверное, не отдам. Конец зимы тоже, но середину, не знаю, середину тоже. Ну, посмотрим, не будем загадывать, конечно. Но рыбалка, не знаю, как насчет зимы, Паш, не обещаю, но вот Паш сказал, что у них перелет гусей хороший. Вот на перелет, может быть, гусей весной, это я, может быть, и подкачу. Соберу патрончиков. Возьму себе зарядочку. Но это так, планы максимум. В планах минимум у нас что? Домой доехать. Домой мы доедем обязательно. Если не успеем на маршрутку, поедем сегодня на машине. Но надеюсь, что надо успеть. В 11 заказали автобус. Завтракаем. Выезжаем сегодня уже без удочек. Просто собираем по-быстрому сети. Попало хорошо, не попало, ну и бог с ним. Но я так думаю, все равно что-то да попало. Вчера сколько, 4 щучки, там десяток окуней. Поменяли местами 2 сетки, так что как бы есть надежда. Хотя народ говорит, что там рыбы нет. Народ, мы приехали сюда, народ что сказал тоже? Рыбы нет, вообще уток нет. Ну, привет, Нечего вам здесь делать. Но мы же ведро, получается, засолили. Мы нашли, мы смогли, мы сумели. Так что не теряем надежды сегодня. Собираемся. Проверяем сети, берем барахло, едем по пути, там еще место у нас есть, где мы место поменяли. И все, держим путь домой. Ну а пока давайте, друзья, скажем до свидания этому деревенскому дому. Большое спасибо. Все было хорошо. Не так, конечно, как 5 звезд, но я вам скажу, друзья, это лучше, чем 5 звезд. Потому что здесь отдыхаешь душой, потому что ты вот проснулся, глянул, и ты видишь уже речку. Туда посмотрел, опять река, кругом природа, кругом вот такая красота. Все прекрасно, все замечательно, все хорошо. Ваше слово. Скажите пару слов. Я стесняюсь. Понятно. Надо стакан опрокинуть. Дома. Для разговорчивости. Все, друзья, выключаемся, рекламная пауза. Ну вот и все. Все собрано, все упаковано, все оставили в доме. Сейчас по-быстрому идем сначала вниз по течению, проверяем, собираем все сетки. Что там у нас осталось? 4 штуки или 5. Заходим в деревню по-быстрому, собираем вещи и по пути соберем те сетки, которые вчера переставили. Не знаю, будет там что, не будет. Короче, надо спешить, времени мало. Погодка, моросящий дождь, сыро, холодно, ветерок сегодня.
Так что, друзья мои дорогие, вперед из песни. Начинается завершающий, заключительный день наших путешествий. И заканчивается очередное путешествие. Как бы это было не печально, но всему приходит конец. Так что заканчиваются одни приключения, начинаются другие. Все, едем. Паша ведет свой репортаж. Поехали. Не знаю, что-то будет видно, не будет. Моросящий дождь. Камеру все зальет. Но если не будет видно, то будет хотя бы слышно. Подходим к нашей сеточке. Вот мы ее обозначили вчера бутылочкой красите, чтобы не потерять. И закинули с груза. Как у меня камера? Не сырая? Сырая. Сырая уже, да? Рыба не нужна? Ты это оставь бутылку-то, что? Не поднимай пока. Так, начинаем проверку сети. Ветер не в нашу пользу. Пока ничего интересного. Сеть пустая. Сеть пустая. Даже здесь, конечно, была надежда, потому что недалеко от фарватера. Думаю, может, сиг влетит или что, но рыбы не идет. Нету хода рыбы. Вон, вся 35-ка. И сеть пустая. Ни сига тебе, ни окуня, ни язя, никакой другой рыбы. Еще и порвалась сеть опять. Какая-то вся рваная, блин. Удивительно. Удивительно. Ни одной рыбы. Вот это Печора. Вот это Печора, я понимаю. Печора, рыбная река. Просто время, друзья, подошло уже к ледоставу, и рыба, походу, где-то в коматозе стоит. Вообще не передвигается. Тем более вода поднималась, теперь она падает на спаде воды. Но нет, одна рыбка есть. Под конец все-таки одна рыбка влетела. И это рыба щучка. Это рыба щучка. Все-таки у нас одна щучка небольшая запуталась. Ну, от нуля ушли. От нуля ушли. Ведра сюда, давай. Все, под конец, вот уже он груз. Вот он груз. Так, и да, я на нос пойду. Собирать буду сетку оттуда. Под конец сетки вон попала одна щукенция. Теперь придержись, если сможешь. Все, пока выключаемся, встречаемся, друзья, на следующей сетке. Стартер жил недолго. Ну, с Богом. Янцикадан! Поехали. Ну что, продолжаем наслаждаться пустотой наших сеток. Сетка вторая, 40-ка здесь. Вчера здесь была в конце сети щука. Сегодня походу то же самое, но с буквой S. Нету, пусто. Сегодня пусто.
Вторая пустая сетка. Что-то она утонула, еле сеть нашли. О, рыба. Не зря мы ее. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратно. Слабо зацеплена. Вроде бы. Тихо, да-да-да-да. Вот так вот ее делаем в хоботок. С икрой или с рыбой? Съела с рыбой. Вот там еще второе что-то. Видишь, она слабо зацеплена. Не за ядро. Ядро здесь. Вот так вот она. Вон такая вот брюхатая. Кого-то нехило съела. Какую-то жабу. Лягушку. И зацепилась буквально вон. Фиг да нифига. Тыкнулась. А? Тыкнулась. Тыкнул. Ай, бляха-муха. Еще Влада что-то говорю. Сам палец чуть не сунул. Он нет, когда... Вот это уже щука. Я понимаю. А я его хотел вчера убрать. Она потому что за ночь ничего не поймала. Видишь, проткнула 2 дырки. Ого. Быстро ты. За ночь она ничего не поймала. За целый день ничего не поймала. Я ее было хотел уже поднять. Язёчек. Рыба моей мечты. Вот язёчек. Вот. Чуйка моя не обманула. Не поднял. И вот, пожалуйста, вознаграждение. Вот такая щукенция. Язёк. Уже неплохо. Янсикадан. Блин, я еще про Влада что-то говорю. Сам палец пихнул в пасть. Переходи. Сейчас, подожди. Нормально. Это тут поднял. Все, сеть сработала. Не зря она 2 дня стояла. 2 рыбки она поймала. Выключаемся. Представляете, мы только что убрали отсюда сеть. Вот, еще я не успел ее сполоснуть, положить пакет. И плесканулась щука прямо в траве, там, где стояла сеть. Короче, как-то вот так. Ну а мы приступаем к проверке 3-й сети. И как мы видим, она тоже утоплена. И будем надеяться, что здесь тоже есть рыба. По крайней мере, вчера здесь прямо сразу 2, да? Здесь ведь были щуки? 2 щуки, да. 2 щуки были. Но сегодня тишина. Сегодня наоборот сработала та сеть, которой вчера ничего не было. А в которой вчера здесь была рыба. 2 щуки. И окунь, что ли, был, да, потом? Не помню, 3 рыбки вроде было. Всего. В конце много окуней было. Это не здесь. Это на следующий. Да, это короткая сетка. Все, пусто. Эта сеть пустая сегодня. Вчера здесь была рыба, сегодня здесь ее нет. Как-то вот так. Бывает по-разному. Вот так вот мы полоскаем эту сеточку, чтобы она была чистенькая, чтобы на ней ничего, никакой мути, грязи не осталось. Потом вот так собираем. Раз. Вот такой здесь небольшой узел. И она уже никуда не... Ее даже можно, в принципе, не перебирать, кидать сразу. Ну что, приступаем. Вчера, это здесь 35-ка, вчера она здесь дала нам с десяток окуней. Что-то, ну, рыба была. Посмотрим, что сегодня. Ну-ка, 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 нафиг. Есть, да? Что, возьмешь палку или будешь цеплять над лодкой? Нет, есть еще. А, есть 2 окушка еще. Вот. Подвязок, что ли, второй? Так. Все. 2 окуня подъехали.
И что же, вчера здесь десяток было. А на удочку поймали. Вот сейчас сюда было бы время, закинули удочку, окунь здесь бы по-любому клевал. А в сеть не идет. Не ходит, она стоит на месте. Нет, еще один окушок на месте. Там в конце, смотри как. Ага. Над лодкой. Ага. Рыбе надо давать шанс. Еще один. Еще один горбач хороший. Он не заячился, так что может выпасть. Или закоченел уже он. Нет, живой еще. Не. Он уже, ему уже никакой шанс не поможет. Он не под ячью, он 40-очный окунь. Он уже ячью и жабр передавил, и он уже кирдык ему. Ну-ка, мастер. Жабры так приоткрываешь немного. Видишь, приоткрываешь. Видишь как ту леску, которая держит его. Он по кругу идет, если ты рвать не хочешь. Нет, так. Так вот жабры приоткрываешь, и леска рвется, та, которая держит. Короче, чем больше дырок, тем лучше она ловит рыбу. Все. Ну и на том спасибо. Сколько? 5 окушков. И вчера она десяток, наверное, поймала. Нормально. Все. Сейчас покажу я еще, как складываю сеть. Вроде ничего сложного, но много раз я замечал, когда не сам я ее собираю, что ее просто собирают еще неправильно. Вот так вот беру я, и заводская укладка. Не, вот, пропускаю сеть, получается у меня веревка. И тут также между поплавками беру середину, беру вот веревку, и все. Само полотно у меня идет снизу. Это корейку так. Финку, конечно, так по-другому. А корейки вот так вот собираешь, получается. И быстро. И самое главное, потом вот здесь вот держать удобно. И ничего не спутывается. И поплавки не лезут в ячею. А вот когда вот собираешь вот так вот, то получается бардак. Это все перепутывается. А так удобно, быстро. И можно даже, если сильно мусора нету, не перебирая, а переставить сеть в другое место. Как-то вот так. Пока выключаемся. Рекламная пауза. Так, приподними сеть. Здесь. Ага, стоп, все, убирай. Так, нет, язь. Все-таки это язь. Вот такой вот язек. Не под ячею он влез, конечно, в 35-ку. Это язек 40-очный. И через ячею не пройдет. Так вот. Сетка уже гнилая вся. Ну, что? Самое главное не какая сеть, а то, что она ловит. Несмотря на дырки. Несмотря ни на что. Так. 35-ка. Где окунь? Не окуня, не сига тебе. Вот отсюда. Все, друзья, собрались. Вот у нас пришел хозяин дома, Дима, который нас приютил. Дим, спасибо большое тебе. Давай, За давай. какие принесло. Евгенька, позвонишь еще. Да, давай, Димыч, все. Ты все равно приедешь проверять. Да, приеду. Вот так вот у нас Так что? получилось. Сетки уже не будем проверять, потому что времени Гена говорит не хватит. Дима говорит тоже не хватит. Не хватит. Пока доедете. Дима потом съездит, сам проверит. Нет, я Давай. завтра, послезавтра. Так что я Все, спасибо большое, Дим. Ну давай, пока. до свидания. До свидания, деревня. До свидания, дом. Паша сюда вернется летом, наверное, еще, да, Паш? Если позовешь, только не на сети. Ну это понятно, да, летом? На спиннинг зови. Летом сети и нахрен не нужно будет. Я тебе не помощник. Я бы сейчас и сам их не взял, потому что думал, ну, клевать не будет, уже октябрь, думаю, хоть немножко поймать.
А сам видишь, на удочка сработала лучше, чем сеть. Сейчас надо на всех парах бегом в деревню. Там быстро пересаживаемся на машину. И быстро-быстро надо до 11 успеть, а уже 10 час. Я не знаю. Что-то мы утром долго чаевничали, не рассчитали времени. Долго вроде встали по темну. А как курортники, как будто нам ехать сегодня не надо. Просто не хочется уезжать. Ну да. Все. Время. Толкай, садись. Время уже 13 минут 10-го. Меньше 2 часов осталось. Меньше 2 часов, чтобы преодолеть 20 километров по реке против течения. И 40 на машине. Плюс перекладка, подъем в гору там. Короче, не знаю. Если мы не опоздаем, это будет чудо. Четыре сеточки проверю уж потом. О, блядь. Скорость была, да? Но вот спешка-то к чему доводит. Хорошо, что не на полном. Толкайся. Хорошо, что не на полном. Охуенно, берег рядом. И хорошо, что сидел. Да ёшкин кот. Постоянно, когда спешишь, такая беда. Бля, не задеть бы сейчас берег. Минут. Если до 10 успеем, то какой-то шанс еще есть. Если до 10 успеем. До следующего сезона. Здравствуй. 6-й или 7-й раз уже. Вот это наш сегодняшний улов. Пару жарёк есть. А там вчерашний улов засолено. Рыбалка закончилась. Рыбалка удалась. Все вот так. До свидания. И до новых приключений. Мы обязательно увидимся скоро. А где будет видно. Но сюда мы еще разик вернемся. У нас